Здравствуйте, в студии Надежда Саханская. Вы смотрите программу «Актуальное интервью». В Якутске прошел первый слет волонтеров финансового просвещения. Реализуя различные проекты и программы, добровольцы помогают повысить финансовую грамотность жителей региона. Всего в стране насчитывается более 5500 волонтеров финансового просвещения. В Якутии их порядка 60. Отметим, что в Якутии создан региональный методический центр волонтеров финансового просвещения по итогам всероссийского конкурса Ассоциации развития финансовой грамотности и при поддержке Фонда президентских грантов. О слете якутских волонтеров мы сегодня поговорим с гостьей студии, директором финансово-экономического колледжа имени Фадеева Викторией Захаровой. Виктория Александровна, здравствуйте. Здравствуйте, Надежда. Вот в Якутии состоялся первый слет волонтеров. Расскажите более подробно об этом мероприятии. Начнем с того, что в Республике Саха-Якутия сегодня работают два стратегических документа. Это стратегия повышения финансовой грамотности населения Российской Федерации до 2023 года и региональная программа повышения уровня финансовой грамотности населения Республики Саха-Якутия на 2021-2023 год. Создан Координационный совет по финансовой грамотности при правительстве Республики Саха-Якутия, а непосредственно координирует региональную программу повышения финансовой грамотности Министерства финансов Республики Саха-Якутия. С начала этого года начал свою работу региональный центр компетенции по финансовой грамотности, в задачи которой входит проведение информационно-просветительской работы среди населения, координация всех исполнителей и соисполнителей региональной программы повышения финансовой грамотности, создание сообщества волонтеров финансового просвещения, ну и, соответственно, проведение аналитической и большой работы. И надо сказать, что в этом году также создан волонтерский центр финансового просвещения, как вы правильно, Надежда, сказали, по итогам участия во всероссийском конкурсе, организованном Ассоциацией развития финансовой грамотности и при поддержке Фонда президентских грантов. С прошлого года у нас функционирует региональный методический центр. Это система общего и среднего профессионального образования как структурное подразделение Высшей школы экономики, главная задача которого как раз-таки создать тот кадровый потенциал педагогических работников, которые будут проводить занятия, которые будут внедрять образовательные программы в образовательные учреждения нашей республики. И таким образом можно сказать, что по сути сегодня в республике создан кластер финансового просвещения. Сегодня проводятся различные информационно-просветительские мероприятия для различных целевых аудиторий. Это дети, это молодежь, это взрослое население. Отдельно мы выделяем старшее поколение, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это мероприятия различных форматов, лекции, вебинары, тематические уроки, конкурсы, фестивали и ряд многих других форматов. Кроме того, это всероссийские мероприятия, это также республиканские мероприятия. За этот год мы провели более 155 мероприятий, и ни одно мероприятие практически не прошло без участия волонтеров. Поэтому ценность и роль волонтеров и волонтерской работы, она, конечно, бесспорна. И да, действительно, на прошлой неделе состоялся первый слет волонтеров финансового просвещения. Мы все собрались, подвели наши итоги, поделились впечатлениями, эмоциями и, конечно, поделились нашими планами на 2022 год. Также о работе Центра компетенции рассказала руководитель Центра компетенции Рита Якушева. От имени Министерства финансов нашей республики поблагодарил за социально значимую работу и поздравил волонтера финансового просвещения, заместитель министра Гаврил Алексеев. Такие слеты, они необходимы, потому что там рождается огромное количество идей, там рождаются новые контакты, там рождаются новые сотрудничества и поддержки. Поэтому мы рады, что в этом году состоялся первый слет волонтеров финансового просвещения. Надо сказать, да, в нынешних условиях, конечно, поменялись форматы мероприятий, это меньше очных, непосредственно очных контактов, но тем не менее это плюс в том, что расширилось информирование через средства массовой информации, через интернет-порталы, через сайты, через аккаунты в социальных сетях. И, по сути, сегодня спикер, лектор, волонтер финансового просвещения может прийти в каждый дом жителя нашей республики, в каждую семью. Поэтому хочется сказать и пригласить всех жителей нашей республики принимать активное участие в наших мероприятиях, конечно, приглашать нас, волонтеров финансового просвещения, для проведения мероприятий в муниципальных образованиях.
Тогда давайте поговорим о волонтерах. Что же это за люди такие? Ведь все-таки финансовым просвещением заниматься, наверное, могут не все. Здесь должно быть в базе экономическое образование или что-то вроде этого. Вы правильно, Надежда, сказали, что сегодня насчитывается более 5500 волонтеров финансового просвещения. На самом деле это официальная статистика. Я уверена, что их гораздо больше, потому что в малых селах, в администрациях муниципальных образований работают люди, которые являются волонтерами финансового просвещения по зову сердца и души. Сегодня библиотеки представляют мощный информационно-просветительский ресурс, который также проводит мероприятия по повышению финансовой грамотности населения. Вот задача волонтерского центра и регионального центра компетенции – объединить и аккумулировать работу волонтеров финансового просвещения. Сегодня среди волонтеров это преподаватели, это учителя, это сотрудники органов государственной власти, финансовых организаций, общественных организаций, чья профессиональная деятельность и опыт позволяют проводить мероприятия в сфере повышения финансовой грамотности населения. Надо сказать, что среди волонтеров тоже имеется свой функционал. Это лекторы, это игротехники, это методисты, это эксперты, это организаторы мероприятий, это исследователи и аналитики, потому что волонтерская работа, она действительно масштабна и многообразна. Сегодня волонтеры прошли обучение в Университете Банка России, в Высшей школе экономики, в Московском государственном педагогическом университете, в финансовом университете и имеют то образование необходимое, в том числе и экономическое, с тем, чтобы проводить работу среди населения. Надо также отметить, что мы не только привлекаем волонтеров для проведения своих занятий, а также проводим их обучение. В этом году в Центре компетенции мы провели 2 курса обучения среди волонтеров. Это финансовое консультирование и финансовая грамотность в информационно-библиотечной среде. Надо сказать, что организация деятельности волонтеров – это особый вид менеджмента, определенные регламенты, это определенный стандарт, определенная мотивация. И задача как раз-таки волонтерского центра, и задача Центра компетенции – организовать грамотную, правильную работу волонтеров финансового просвещения. Вообще быть волонтером на самом деле это здорово, потому что ты чувствуешь сопричастность к социально значимым событиям у нас в стране и в республике. Ты знаешь, что частичка твоего труда, она идет на повышение финансовой грамотности населения. Сейчас очень много волонтеров среди молодежи, среди студентов. Я говорю не только о нашей республике, а в целом по стране. Поэтому также привлекаем студентов для проведения наших мероприятий. Поговорим и о студентах, и в целом продолжим нашу беседу в таком позитивном ключе. Не так давно Якутский финансово-экономический колледж стал победителем всероссийского конкурса волонтерских центров и получил грант, в связи с чем мы вас поздравляем. И скажите, как вы видите дальнейшее развитие этого центра? Спасибо, Надежда, за поздравления. Когда мы услышали, что мы явились победителями, а было порядка 52 заявок из 36 субъектов Российской Федерации, и в том числе там были разные некоммерческие организации. Конечно, когда мы услышали, нас стали поздравлять, поздравляли не только наши партнеры и наши знакомые, не только образовательные организации нашей республики, из других регионов. Поэтому такие победы – это еще и мотивация, и хочется сделать еще больше и быть еще полезнее. По гранту, на самом деле, мы взяли на себя ряд обязательств. Это проведение мероприятий, фестиваль финансовой грамотности «Семья. Инвестиции в будущее», который у нас проводится ежегодно, теперь уже в онлайн-формате. Да? Это марафон финансовой грамотности в муниципальных образованиях. Это проект развития проекта, создания проекта бюджетная грамотность, бюджетное и инициативное бюджетирование. Мы будем говорить гражданам, что такое бюджет, для чего необходимо бюджет и как граждане могут принимать участие в бюджетном процессе. Это также создание интерактивной карты муниципальных образований по финансовой грамотности с такими показателями: уровень финансовой грамотности обучающихся, допустим, студентов, уровень финансовой грамотности населения, как мероприятия проводят те или иные мероприятия по финансовой грамотности, какое количество, как они вовлекаются. Это также
проведение тематических занятий среди различных целевых аудиторий. Поэтому мы сегодня уже действительно начали работу, уже наметили планы на следующий год и переформатируем отдельные наши мероприятия. И будем надеяться, что еще больше населения подключится к нашим мероприятиям. Тогда давайте поговорим о планах на будущий год. О планах на будущий год. Во-первых, конечно, мы продолжим работу над региональной программой повышения уровня финансовой грамотности. В этом году региональный центр компетенции существовал первый год. И, конечно, когда мы проводили мероприятия, мы видели, что здесь, возможно, в этих мероприятиях где-то что-то нужно дополнить. Здесь, возможно, необходимо охватить другую целевую аудиторию. Здесь мероприятие необходимо переформатировать. Поэтому мы будем продолжать наши мероприятия, исходя из тех вызовов и тех задач, которые стоят перед населением по повышению финансовой грамотности населения. И, конечно, будем проводить те мероприятия, которые мы уже проводим. В частности, я сказала о марафоне финансовой грамотности. В этом году мы обхватили 32 муниципальных образования. Это очень хорошо. Но, к сожалению, надо отметить, что активность сельских жителей, она немножечко низкая. Да? И на будущий год мы ждем, что администрации муниципальных образований примут активное участие в наших мероприятиях и уже расскажут о своем опыте проведения мероприятий по финансовой грамотности. То, что касается фестиваля финансовой грамотности, плюс мы провели его дважды в онлайн-формате. И по итогам 2021 года плюс в том, что расширилась география фестиваля. Это не только муниципальное образование нашей республики, нас слушают из зарубежья. Огромное количество спикеров подключилось, это начиная от Хабаровска, заканчивая Краснодаром. Это огромное количество федеральных методических центров по нашей стране. Это эксперты, методисты, волонтеры финансового просвещения. И в этом году, как я уже сказала, мы подключим карту, и нам самим интересно, как будет выглядеть эта карта. Кроме того, мы продолжим большую аналитическую работу. Вот недавно закончились онлайн-уроки по финансовой грамотности Банка России 17 декабря. И сейчас будем подводить итоги по школам и по профессиональным образовательным организациям. В этом году мы также и на будущий год продолжим, поскольку с 2022 года, как я уже сказала, внедряются элементы финансовой грамотности в образовательный процесс, и финансовая грамотность станет обязательным элементом для учащихся с 1 по 9 класса в дисциплинах география, обществознание, информатика, математика. И поэтому мы также будем анализировать результативность проведения занятий по финансовой грамотности на всех уровнях образования. Поэтому работы на самом деле очень много, работа очень интересная. И еще раз призываю жителей нашей республики принимать активное участие в наших мероприятиях. Благодарю вас, Виктория Александровна, за то, что согласились стать нашей сегодняшней гостьей, и спасибо за актуальную беседу. Будем надеяться, что все ваши намеченные планы будут реализованы и даже превзойдут ожидания. Спасибо. Ну а я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Темой нашей беседы сегодня был слет волонтеров финансового просвещения. Берегите себя. До встречи.